Большая перемена, а значит время для обеда и лакомств. В Сурхахинской второй школе дети учатся в 2 смены. И на 540 посадочных мест здесь обучается 1181 ребенок. Школа перегружена вдвое. Сам объект построен всего 4 года назад. Все необходимое для качественного образования детей имеется. Вот только загруженность классов и, соответственно, учителей все-таки сказывается на образовательном процессе. Односменка это намного эффективнее работает в это время, потому что дети с утра настроены, во-первых. Во-вторых, бывает возможность заниматься с ними дополнительно после смены. Из-за того, что у нас школа работает двухсменно, нам тяжелее работать с ними. Благо строится на нашем микроучастке в данном новая школа. И мы надеемся и уверены в том, что с начала учебного года мы разгрузимся на 30%. Наши дети перейдут туда. И в данное время у нас идет работа по определению новых границ и определению количества детей, которых мы планируем переводить в новую школу. Долгое время Ингушетия была на лидирующих позициях по демографии. Школ и детских садов стало катастрофически не хватать. Теперь же в регионах, в том числе и в нашем, в рамках нацпроекта образования, идет активное строительство образовательных учреждений. Так, в Ингушетии до конца текущего года планируют открыть 11 новых современных школ. В таких населенных пунктах, как Назрань, Сунжа, Инарки, Нестеровская, Троицкая и Верхние Чулуки. В сельском поселении Сурхахи дефицит посадочных мест составляет 1700 мест. И в целях ликвидации дефицита посадочных мест в настоящее время в сельском поселении Сурхахи строятся 2 организации общего образования. Одна организация на 720 посадочных мест, другая на 704, соответственно. Обе эти школы они строятся в рамках одной программы. Это современная школа, входящая в состав национального проекта образования. Мероприятие, в рамках которого она строится, называется «Создание дополнительных мест в организации общего образования, вызванных демографическим фактором». Школу нужно сдать до конца текущего года, до 31 декабря, в соответствии с теми соглашениями, которые у нас заключены между Министерством просвещения и правительством Республики Ингушетия. Эта школа раскинулась на 3 гектарах и рассчитана на 720 ученических мест. Специализированные кабинеты и лаборатории для таких предметов, как химия, физика и биология. Просторная библиотека с большим и светлым читальным залом, стоматологический кабинет, зал хореографии, мастерские по обработке дерева и металла. Также школа может похвастаться автономными очистными сооружениями. Впечатляет и актовый зал с панорамными окнами. Объект у нас школа трехэтажная. 5 блоков. Актовый зал, спортзал, пищеблок. Все обеспечено для детей, чтобы учились хорошо. Условия для учебы у нас тоже в школе расположены очень хорошие. Положить ламинат и установить плинтуса – это последние штрихи. А дальше, после капитальной уборки, остается только завести все необходимое оборудование. И школа готова встречать своих учащихся. Начало работы – это декабрь 2021 года. Объект переходящий, замечаний нету. В принципе, все условия по контракту данная организация выполнила, остались небольшие недочеты. В этом году также запланирован еще один контракт. Это оборудование, оснащение оборудованием, мафами, озеленение, ограждение. В принципе, подрядчик идет с опережением. Особое внимание уделили и двору. Здесь будут волейбольное и футбольное поля, детские игровые площадки. В проекте есть даже фруктовый сад. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.